Шалом, шалом, шалом арийцы дел. Как говорил один известный персонаж. Сегодня 6 июля 2025 года, 17 часов 1 минута по Берлину, 18 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую, сердечным образом. Наш стрим сегодняшний я назвал «Путин нападет на НАТО, Китай, Россия, Иран, ЕС, Кавказ. Разом удар по всем фронтам?» Вопросительный знак. Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть и ставить лайки безопасно. Безопасно. Всем тем, кто не находится на указанных территориях, на выше обозначенных территориях, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему уникальному стриму. На этом канале правда без цензуры, абсолютная, стопроцентная правда. Мы абсолютно независимы. Мы можем ошибаться в наших выводах, но мы не можем обманывать вас, моих зрителей. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Только правда и ничего, кроме правды. Так, ну и как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, жаркая задалась обычно стандартная, но чуть больше, чем обычно. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено русских боевиков 1180 бандитов, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 2 РСЗО уничтожено, 1 антиаэркрафт система уничтожена, сбит 1 самолет, 216 БПЛА уничтожено и 104 автомобильной техники и цистерн также уничтожены. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. А затем сегодняшний свой стрим я назвал именно так, потому что если из-за слов Марка Рютте, это генеральный секретарь Альянса НАТО. Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев, напав на территорию НАТО, сказал генсек Альянса Марк Рютте в интервью The New York Times. Вероятность такого сценария нарастает, считает Рютте, и для сдерживания Пекина и Москвы необходимы 2 шага. Один из них связан с усилением Альянса, чтобы русские никогда не напали. Второй мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Рютте считает, что перед НАТО стоит огромный геополитический вызов и прежде всего Россия. Сейчас они производят в 3 раза больше боеприпасов за 3 месяца, чем все страны НАТО за год, утверждает генсек Альянса. Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявлял, что готов применить силу для восстановления контроля над островом. Большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус. Экс-президент РФ, так называемый президент, Дмитрий Медведев в ответ на слова Рютте написал, что генсек НАТО перебрал волшебных грибов, любимых голландцами. Известно, что марихуана и галлюциногенные грибы в Голландии разрешены и продаются в специальных магазинах. И вот Дмитрий Анатольевич Медведев, агент ФСБ, вот таким вот интересным и смешным способом подколол Рютте. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот. Так, Иркин Шалом, Вовк
Анкей, да, по-моему, не вижу. Приветствую. Так, ну и хотелось бы тоже новость от Deutsche Welle. Сейчас я вам прочитал новость от Deutsche Welle. Сообщить новость вам тоже от Deutsche Welle, но уже на другую тему. Я не знаю. Трамп уже не уверен, что может положить конец войне в Украине. Не могу сказать вам, произойдет это или нет, сказал Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что сможет положить конец боевым действиям, пишет Политика. Когда президента США спросили, является ли прекращение войны приоритетом, Трамп ответил: да, я хотел бы, чтобы это произошло. Во время предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине в первый же день после вступления в должность, но позднее отказался от обещания, назвав его преувеличением. На днях Трамп в очередной раз созвонился с Владимиром Путиным и остался очень недоволен разговором. Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей. Это плохо, сказал Дональд Трамп. Вот такие вот дела. И еще один известный персонаж, Илон Маск, объявил о создании собственной партии. Сегодня создана партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу. Оказывается, в Америке ее нет, и ждали Маска, пока он ее вернет. Написал основатель компании SpaceX, один из основателей Tesla, принадлежащей ему соцсети X, по итогам запущенного накануне в ней опроса, в котором приняли участие около 1 миллиона 300 тысяч человек. Идею независимости от двухпартийной системы поддержали более 65% участников. Соотношение 2 к 1. Вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите, объявил Илон Маск, добавив: когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за растраты и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Опрос был запущен сразу после введения президентом США Дональдом Трампом большого прекрасного закона о налогах и возможном повышении потолка госдолга. Инициатива подверглась резкой критике со стороны американского бизнеса и стала основной причиной ссоры между ним и главой Белого дома. Здесь стоит напомнить, что налоговые льготы для богатых Трамп не предусматривает в этом законе. И на самом деле этот закон, он больше ориентирован на не очень богатых американцев. И вот этот прекрасный большой закон, о котором говорит часто Трамп, это на самом деле очень полезный и выгодный для простых граждан, но не для богатых, которых в Америке очень много на самом деле. И в этом законе, если я правильно понимаю, то Трамп собирается у богатых немножко изымать. И, видимо, это не нравится Маску, и, пользуясь своей X-сетью и пользуясь там своими возможностями, он вот начинает делать вот такую работу. Интересно, конечно, все разворачивается. Я думаю, что у Маска есть и поддержка внутри Соединенных Штатов Америки. Приветствую тебя. И поэтому, ну, не все так однозначно. Не все так однозначно получается. Ну, как-то так, друзья. Вот такие вот события разворачиваются. Очень важный тоже, очень такой интересный момент, который хочется тоже вам напомнить, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Этого не сделала ни одна страна, другая страна мира. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Россия налаживает тесные контакты с талибами, с теми самыми талибами, которые, ну, ведут людей, своих граждан в средневековье. Им запрещается смотреть телевизор, пользоваться там этими компьютерами. Женщины у них считаются низшими существами. И так далее, и так далее. И самое интересное, что Россия после 10 лет войны в Афганистане против вот афганцев, против тех самых талибов, видимо, наладила контакт с этим образованием. И благодаря этому способствовала распространению исламского радикализма во всем мире. Понимаете?
братские, мусульманские там и все другие эпитеты, которые там могут присутствовать в отношении Талибана, там реально живут очень бедные, я очень сострадаю, сочувствую простым людям, жителям, которые оказались они оказались на распутье просто больших геополитических интересов очень крупных держав, и вот благодаря этому они оказались вот в такой вот западне, уже десятилетиями они сражаются, воюют и так далее. И вот братский, так называемый братский Афганистан признал нас, Чеченскую республику, Ичкерия. Никогда была у нас независимость, никогда была свобода, никогда это, а вот именно во время геноцида и когда Россия пыталась, признал Чеченскую республику Ичкерию, когда Россия пыталась нас представить исламскими радикалами и всемирными джихадистами. Вот в этот момент Талибан признал Чеченскую республику. Ни до он не признал, ни так. Да, там были контакты, связи. И мы сами верили, что вот хоть кто-то нас признает. У нас какая-то идея фикс была, что нас должны все кто-то признать. Мы должны там обращаться ко всем там и так далее. Так нужно было обращаться не ко всем. Никакого толку нет, если Афганистан признает, или какая-нибудь там Бурундия, или какой-нибудь Гаити признает нас, или, не знаю, там, Гватемала. Никакого толка нам от этого нет. Самые главные страны, и говорят, вот, там, непризнанная республика. Непризнанная республика вообще в мире сложился очень несправедливый такой порядок после Второй мировой войны. Во-первых, он сложился с теми, с которыми были, наверное, хуже нацистов, с коммунистами, с этими русистами. Это они были хуже нацистов. Хуже. С ними был заключен этот договор. И как-то, по-моему, Черчилль сказал, что мы, по-моему, мы не ту свинью закололи после победы во Второй мировой войне. Поэтому и этот порядок, новый порядок, заключается в том, что 5 стран постоянных членов Совета Безопасности ООН, это Китай, СССР, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Эти страны решают судьбу всего человечества и мира. И вот если бедный чеченский народ захотел свое государство, то нужно спросить разрешение у этих 5 государств. И хоть если одна из этих стран наложит право вето, воспользуется своим правом вето и наложит вето, то все, отдыхайте. Миллион. Причем Россия сама нас признавала, Россия сама первая вывела войска с нашей территории. И все остальное. И несмотря на это, мы считаемся как бы непризнанными. Мы бегали за всеми, пожалуйста, признайте нас, пожалуйста, признайте нас. И никто не признавал. Страны Балтии, например, как справедливо заметил Аят Эдигов в одном из наших стримов, для которых Джохар Дудаев сделал очень многое на самом-то деле. Там есть люди, которые его уважают, почитают, но сами эти государства, сами эти республики не сделали ничего, чтобы признать нашу страну. Понимаете? Они могли бы это признать. Это никто их не заставляет. Ничему это не обязывает. Вот Грузия признала, вот Украина. Украину начали бомбить, убивать с 2014 года. Признала в 22-м. Честь и хвала, ничего не говорю, спасибо большое и так далее. А дальше какой шаг? Дальше какой шаг? Дальше нужна же законная власть чеченская. Ее эту законную власть игнорирует. Почему игнорируют? Потому что есть симулякры. И имеют дело с симулякрами. Я понимаю, идет борьба. Я, например, как гипотетически скажу. Например, в Украине есть люди, которые хотели бы признать Ичкерию, поддержать чеченцев. Там, и даже ради личной выгоды. Ради своей государственной, то есть, выгоды. Например, чтобы чеченцы объединились, помогали, там, сражались. Потому что Украина истекает кровью. И таких людей полно. Большинство, наверное. Но есть силы внутри Украины, которые не хотели бы этого. И когда вот эти силы, прочеченские, назовем их так, говорят, что нужно признать Ичкерию, вон Алла Дудаева просит, Аят Эдигов просит, они же писали об этом, говорили, все время говорили. Нужно признать, и тогда чеченцы встанут, подымутся, пойдут и так далее.
И другая сторона понимает, вот эта вся ГБшная сторона внутри Украины, она понимает, что да, нужно признавать, потому что раз все требуют, сказать нет, не надо, ну это просто выявить себя, показать, что ты предатель, что ты хочешь, чтобы украинцы побольше погибли и быстрее погибли. И в таком случае, да, хорошо, давайте признаем. И начинают формулировку вбивать ту, которая была выгодна России. То есть Хасавюртовское соглашение. То есть Хасавюртовское соглашение о прекращении огня. А не о выборе, но не о референдуме, национальный съезд чеченского народа, прошедший в 90-м году. На основании этого чеченцы создали свое государство, вот этого съезда избрали президента еще в 90-м году, когда существовал Советский Союз. И не ссылаются на это, а ссылаются на какое-то Хасавюртовское соглашение о прекращении огня между Лебедем и Масхадовым. Понимаете? И начинают вот это мутить. Но в Украине есть очень много грамотных юристов. Очень много. Международников. И эти юристы были на связи с нашим президиумом. Они уходили в Верховную Раду. И они не могут позволить составить документ государственной важности тяп-ляп, как нравится каким-то там ГБшникам или малограмотным людям. Вот они составили правильный документ. Они составили, что Чеченская республика по праву в 90-м году, когда она там объявила о своей независимости, о свободе там, и так далее, все как положено. Их признали геноцид чеченского народа. Понимаете? Геноцид чеченского народа, совершенный Россией. Так вот, в этом случае, в этом моменте происходит следующее. Решение Украины есть, признание геноцида чеченского народа и оккупации нашей территории есть. Верховная Рада это фиксирует, а гибнюки внутри Украины начинают зазывать Закаева. Взятками, коррупцией, там, кого нужно заткнуть, затыкают, кого нужно там напугать, пугают и затягивают Закаева. И вот мы 3 года видим, 3,5 года, на всех каналах нам показывают, на украинских каналах показывают Закаева. Это просто смешно, друзья. Это просто издевательство. Если вы боретесь, то боритесь по-настоящему. Человек из окружения Ахмеда Закаева буквально в августе, 6 августа 2021 года, за полгода, да, грубо говоря, может быть чуть больше, предлагал мне работать на российскую разведку и против Украины. Я это прямо говорил, я писал об этом, я кричал об этом, я заявление в прокуратуру Германии написал. Я все об этом говорил, твердил и так далее, и так далее. Нет ничего, как будто ничего не происходит. И, например, есть такой Гордон, который постоянно говорил, что мы часть России. Часть России, часть России. Да, чеченцы воины, чеченцы красавчики, там благородные, супер-пупер. Но часть России. Да зачем нам тогда быть супер-пупер благородными, сильными, смелыми, если мы часть России, если мы не свободны? Если мы не свободны, мы никакие не супер. Понимаешь, если мы согласны. И после решения Верховной Рады в риторике Гордона ничего не изменилось. Хотя, когда мы лично с ним встретились, он сказал, чеченский народ без меня разберется. Да, конечно, я с большим уважением отношусь к чеченцам, ля-ля тополя. И съехал с темы, и быстренько его жена за рукав дергала. Бедолага думала, что мы его побить собираемся. И ушли. Все. Вот такая вот ситуация разворачивается. Это я вот, начиная от Талибана, возвращаясь к Гордону. Между ними разница, в принципе, небольшая. Как-то так, Дрю. Я подтримаю, Мигуэль Ясинский. Спасибо большое, Мигуэль. Спасибо большое. Я знаю, украинцы нас очень сильно поддерживают. Украинцы, настоящие украинцы, воины, сражающиеся, патриоты. Они пытаются победить. Их весь мозг, вся их фантазия, все их мечты нацелены очень. И в истории не раз Украина проигрывала этому врагу, как и мы, чеченцы.
Поэтому это такое, знаете, такая битва не на жизнь, а на смерть. Экзистенциональная угроза для Украины, для государства, для многих-многих украинцев. И, конечно же, все подчинено, все думается для того, чтобы победить. И если чеченец что-то скажет полезное, жадно это схватится. Скажет там грузин полезное, жадно за это схватится. Там без разницы кто. Важно, чтобы победить. Все нацелено на победу. А нет, делается так, чтобы не было никакой победы. Понимаете? Что еще нужно, чтобы произошло? Вот я вот могу вам на детекторе лжи пройти, я могу на Коране поклясться, я могу там еще какие доказательства представить. Что век из окружения заказ. Сейчас он рядом с ним стоит. Уже тогда они сделали вид, что они испугались, что я не согласился вербоваться. И начали там мутить это все, упрашивать там родителей моих, там, что только не предпринимали. Долго рассказывать просто, это на отдельный стрим нужно, чтобы рассказать, что они только не предпринимали, чтобы меня обратно втянуть. Чеченскость, ислам, что они только против меня не использовали, методы, чтобы там и так подходы искали ко мне. Очень много что сделали. И продолжают делать. Они работают, дискредитация, там, обман, все вот просто грязи льется просто огромными потоками, чтобы дискредитировать меня. Понимаете? Вот эта ситуация, не знаю просто, как это объяснить. Вот, например, есть имам Шамиль. Очень интересная тема. Я с большим уважением отношусь к дагестанскому народу. Это наши соседи. Не ко всем. Тот, кто воевал против нас, к ним я отрицательно отношусь. А вот к нормальным людям я отношусь с большим уважением. И вот имам Шамиль начинает раскручивать. Зеленский на фоне таблички с изображением имама Шамиля и его какой-то цитаты рассказывают, что вот там сыны гор, как Шевченко там рассказывал в своем стихотворении. Сыны гор, вставайте, там надо бороться, там и так далее, и так далее. Отлично, отлично все. Только дело в том, что имам Шамиль после 25, а его некоторые, кстати говоря, с сарказмом у меня здесь в комментариях под видео как раз на эту тему, кто-то написал в ТикТоке, кто-то написал, это не имам Шамиль, а имам Калужский. Ну, у нас, конечно, умеют сказать словечко. Так как он после 25 лет борьбы против России, когда от чеченцев от 2 миллионов осталось 120 тысяч, то есть 6%, сдался добровольно в плен, загрузил все, весь свой нажитый непосильным трудом скраб, взял своих жен, своих многочисленных детей и спокойно переехал в Калугу. Получал от царя жалование, имел во дворе прислугу, имел сына в армии, в царской армии. Это когда чеченцы закончились, фактически закончились. Понимаете, против, вот, воевали и закончились. Вот у меня вопрос тогда возникает, а не получится ли так, если Зеленский об этом говорит? Я думаю, его обманывают. Батальон какой-то у вас, или полк, или там, я не знаю, армия, соединение, там, я не знаю, что у вас там создано в Украине. Полк имени Шамиля Калужского. Уехал в Калугу, ему разрешалось выезжать за границу, он поехал в Турцию, оттуда в Мекку, говорят. Ну, как бы там в Мекке умер, такая вот легенда гласит, что он умер в Мекке там, вот. А как бы у мусульман считается, что если в Мекке ты умер, то там в судный день ты будешь первым допрошен там и быстрее в рай пойдешь. Короче, такое вип-места, короче, там, если вы умираете, у вас там, вас быстрее допросят, короче, и отправят в рай. И, ну, это как бы такие люди считаются святыми, да, это считается, это такое вот есть понимание, что вот это святая земля, и там вот умер, там туда-сюда. Нигде в Коране об этом не сказано, что там умереть надо, но вот так считается, такая вот пропаганда. И сказали, что имам Шамиль там умер. Тогда у вас там в Украине создан какой-то там этот полк или рота, или там, я не знаю, группа, скорее, вернее, будет группой назвать. Непонятно кем, вот, ну, тут непонятно за что.
Вот это все вот нам вот рассказывают, а мы, чеченцы, не можем понять. И украинцы, вы на самом деле боретесь или просто как бы имитируете? Вот эти вещи, которые происходят, они накладываются. И благодаря вот этим вещам украинцам отказывают в поддержке секретным оружием. Почему Израилю дают секретное оружие? Самое передовое, самое мощное. А Украине не дают. Понимаете? А потому что Украине не доверяют, как Израилю. Израиль это свой, в доску свой. А Украина такой не может стать. Понимаете? Арестович сидел 3 года. Представьте себе, 2,5, сколько он там лет сидел с боевиком Радка Младича, Марком Фейгиным. Радко Младич, известный боевик, террорист, осужден Международным судом в Гааге. Сидел с ним и рассказывал, как все прекрасно, как все хорошо, там ленд-лиз не нужен, то не нужно. Так успокаивал, там пиарился, проталкивал нужные нарративы. А теперь уехал куда-то, кто-то в Америку, говорит, может в России находится, может еще где-то, мы не знаем. Ну, говорят, в Америке. И самое страшное, на него наложили санкции, представьте себе. Представьте себе, на него наложили санкции. Представьте, теперь он в Украине не может открыть счет. Представьте себе. Так если это предатель, если это изменник, как это только санкции? Так он же в Америке находится. Быстро его депортировать. Вот эти вещи, они очень сильно сбивают с толку. Понимаете? Вот, например, у вас есть деятели такие типа как Золкин, Карпенко. Вот чем они занимаются в Украине? Да, вроде смотришь, там интересно, там, ну, канал себе накручивают. Они просто Зачем? Зачем вот допрашивать бесконечно вот этих военнопленных? Да, к ним уважительно относятся, да, им звонок дают сделать. А какой больше толк от этого? Скажите мне. Посмотрите, какие украинцев возвращают. Какие они? Я знаю, какие они. Просто мне это не просто оборот речи. Они в аду находятся. Все украинцы, военнопленные. Кто находится? Военнопленные. Задержанные украинцы, патриоты, которые сочувствовали. Они в настоящем аду находятся. Понимаете? Там просто, это не передать. Просто человеческим языком это не описать. Вот там они находятся. Сидят, рассказывают там какую чушь. Там сидят, обсуждают, там рассказывают самую настоящую чушь. Вот этот проект «Хочу жить». Есть такой журналист. Забываю всегда его фамилию. Русский он по национальности. Вот этот журналист берет интервью у Евгения Нужина. Русского мужика, который сидел в тюрьме, который завербовался в Вагнер и перешел на сторону Украины. Сдается в плен и говорит, я хочу воевать за Украину. Я не хотел сидеть в тюрьме, я хотел оттуда сбежать, но вот я сейчас вижу все это и хочу воевать за Украину. Так что делают с ним? Его передают России. Как это так? А знаете, почему его передают России? Вот эти «хочу жить», вот эти Карпенки, но это только мы, которых видим, вот эти экзотические украинские журналисты. Там есть больше люди. Например, есть Антон Геращенко. Знаете такого? Вот он пробивал гражданство для Невзорова. Просто матерого пропагандиста, просто информационного убийцы, фашиста, которые просто вот все вот эти пропагандисты, которых сегодня вы видите против Украины, взращивал такой же, вот именно такой же, как Невзоров, и такие же, как Невзоров, и сам лично Невзоров, вот эти пропагандисты. Невзорову не было ничего за это, понимаете? И потом их появилось очень много. Не было просто Невзорову за то, что отрезанные уши из чеченских там детей, женщин, которые вырезали русские себе на шею вешали. Не было там ничего за все вот эти фильмы, там чистилища, там еще какие-то вот эти все, где чеченцы представляются какими-то дикарями, что вот там русские какие-то супервойны спасают чего-то и так далее. Ничего не было Невзорову, понимаете?
И сотни других таких же пропагандистов посмотрели на Невзорова. А знаете, вот у вас в Украине был один убийца, который с черепом украинца выступал в каком-то клубе и говорил, ему не повезло, мы его убили, грохнули, там что-то такое говорил. Помните, был один? Потом, говорят, его застрелили. Так вот, это самое делалось с чеченцами. Они отрезали наши головы и по $5000 продавали их. В Санкт-Петербурге это было, кстати говоря. И об этом они сами писали в газетах. Сами об этом говорили, этим хвастались они. За $5000 привозится голова, варится, отделяется все, что там кожа, там ткани, все остальное, мозги, все очищается. И все, у тебя череп готовый, хороший череп, такой добротный чеченский череп. Очень хорошо. Понимаете? Вот как у Невзорова, когда это все происходило, на столе стоял человеческий череп. Понимаете? Это такой намек был. Чья это голова, чей это череп. И вот этого Невзорова вы принимаете в Украине, даете ему гражданка, и Геращенко, Антон Геращенко, замминистра внутренних дел, близкий друг Авакова, дает ему гражданство. А сейчас везде он пропагандист, везде Антон Геращенко, там видео подписывает, такой. Заполз куда-то под корягу и начинает свою деятельность. Мы, чеченцы, таких, знаете, сколько повидали? Таких вот этих разных патриотов, которые в грудь себя били, что они самые большие патриоты. Они так сильно били себе в грудь, что настоящим воинам, настоящим патриотам было стыдно. И они отходили в сторону. Это такой психологический прием. Потому что ты не воевал ради медальки, ради квартиры. Ты воевал за идею, за родину, за свободу, за своих близких, за свою землю. У тебя такое это восприятие было. Но ты не можешь за квартиру, за медальку, за деньги похоронить друзей, потерять руку, ногу, голову. Нельзя за деньги это делать. Ну, есть, конечно, кто это делает. Вон на России сколько таких. Но для нормальных людей это ненормально. А они, которые изображают, у нас они назывались рекламные боевики. Рекламные боевики. Они были, конечно, кто работает на русню, а были, которые просто рекламные. Просто хочется попонтануться немножко. А в основном успешные рекламные боевики. Они все работали на русню. У них связи были, их никто не убивал, у них потом медальки появлялись. У братьев Ямадаевых, агентов ГРУ, военной российской разведки, у троих была высшая честь нации, медали были. У троих братьев. Все три были предателями. Или у двоих было. Предателями были. Понимаете? Они подстраивали разные там операции, там нападения, чтобы получить эту медальку. И таких случаев было просто вагон. И маленькая тележка. И вот это все происходит в Украине. А потом мы удивляемся, ой, Трамп это сказал, Трамп. Они пытаются как-то взаимодействовать здоровыми силами. А какие из них здоровые, а какие нездоровые, это же очень трудно понять. Понимаете? Вот и все. И никогда вы мне не докажете, что украинская власть борется за свободу Украины, за независимость, пока там есть Закаев. Понимаете? Вы мне не докажете этого. Я знаю, что это за люди. Эти люди мне лично предлагали работать на российскую разведку. Я это прямо говорю. Кто еще вам это прямо скажет? Рассказывают, что какая-то там борьба, там, да, воюют люди, гибнут, каждый божий день гибнут. Да, это настоящие люди. А в тылу кто? Вот такие вот дела, друзья. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Так. Пойдемте, да почитаю ваши комментарии, друзья. Я смотрю, здесь очень активизировано. Ой, здесь. И, конечно же, наши любимые тролли. Куда же без вас? Вы же, смотрите, тролли, между прочим, я до сих пор не дождался от вас денег. Благодаря мне вы получаете зарплату. Половина, я вам сказал, перечислять.
Мне на мой счет. Почему нету до сих пор? Мне это не нравится. Героям слава, Константин. Героям слава. Слава свободной Ичкерии, говорит Константин. Надо его лицо сфоткать, чтобы он не смог на Россию приехать. Ну, он пишет я говорю на Россию. Не делай этого, пожалуйста, не фотографируй меня. Вот ты предатель, стукач. А нельзя просто скриншот сделать, например. Паузу нажать и сделать скриншот. Слава Украине, свободочки. Героям слава, Роман. Героям слава. Сейчас, подожди, я сейчас накидаю. Сейчас этого Морфеуса уберу. Так, я смотрю здесь. Вопросов не так уж много. Я не понимаю, почему орки сюда заходят, если им не нравится. Так они на работе, но чуть-чуть. Они на работе, им зарплату получать надо. Им же надо пиво купить. Да, дали бы тебе лет 10 строгого режима и К2 Чечня. Золотой человек пишет. Да, это вы можете. У вас одна часть страны сидела, другая охраняла. Это вы мастаки. Имам Калужский. Да, имам Калужский. Имам Чечни и Дагестана там слишком мощно звучит. И вообще, я даже не знаю, когда появился этот новый титул Дагестана. Имам Чечни, понятно. Мы его назначили, он нами управлял, руководил. А Дагестаном когда? Валейк салам, Ильяс. Так.
Так, ну вы тут, я смотрю, собрались. Так, Ян, вітаю, шалом. Валейк салам, позитрон. Так, платные девочки к нам пришли с комментариями. Все забили просто. Ну хватит уже, Так, ну короче, я перемотаю. Все это я просто не прочитаю. Там чертовка, тоже спасибо. Так. Половина ботов, которые получают зарплату с бюджета. Я думаю, не просто половина метис, там большая такая масса, основная масса. Здесь все это пишут тролли. Абсолютно стандартно у них все, абсолютно. Плюс, знаете, их так много, а я являюсь врагом номер один у них. Здесь, в Германии, я у них главный враг. И они начинают на меня все вот эти, они думают, что я там американцами, англичанами подготовленный какой-то деятель. Они до сих пор пытаются проверить, как я говорю на английском, хорошо ли я говорю на нем, говорю ли я на нем, но вообще они не верят ничему. Но у них работа такая, не верить. И вот они всячески пытаются выяснить, да, на кого же я работаю, кто же мне платит. А никто не платит, абсолютно независим, и у них вот это все не клеится, да. В чем таково назвать батальоны, кроме имени Джохара Дудаева? Не понял этого вопроса. Не понял. Видите, вот засоряют они, засоряют. Вот хотите, я вам сейчас докажу, что это тролли? Вот, смотрите. Они просто засоряют весь эфир. Я вам сейчас докажу, что это тролли. Бум. Понимаете? Чеченец, американский, израильский флаг, классно смотрится. Да, да. Спасибо, Валерий, если это вы мне. Спасибо, спасибо, взаимно. Вот, смотрите, смотрите, все вот эти тролли, которые писали, все исчезли, нету их. Просто нужно было поставить 5 недель, что должны быть подписаны на меня. Все, их больше нет. Все оказались троллями. Вот скажите, кто не тролль был, смотрел и писал про меня какие-то там претензии, какие-то гадости. Напишите, пожалуйста. Напишите, кто-нибудь, кто не тролль из вас. Напишите. Понимаете? Как мой стрим начинается, мой канал на территории фашистской России запрещен. Я объявлен иноагентом, а моя правозащитная ассоциация объявлена экстремистской организацией. Понимаете? И меня видно только вот в момент, когда я там выскакиваю. И как это они все собрались и быстро забежали. Так не бывает. Так не бывает.
Так, я не тролль. Ну вот ты не тролль. Бажаю здоровья, Виктор Сидоренко. Бажаю, Виктор, взаимно. Шабеля называют имам член Дагестана, потому что он был из Дагестана, а Дагестан был образован в 1660 году после его поражения. Я не тролль. Но я знаю, что ты подписан, и ты не тролль. Это я знаю. Но дело же имамом, кем он был, на какой территории он был имамом. Понимаешь? Не было в этом понимании, в сегодняшнем понимании этого Дагестана тогда не было. Это ты правильно говоришь. Имам Шами были отдельные дагестанские территории, но имам Шамиль ушел от этих территорий, пришел в Чечню и все. И был среди чеченцев чеченским лидером. Понимаете? Потом, под закат своей жизни, когда уже все у него было плохо, когда чеченцы уже от 2 миллионов осталось там несколько сот тысяч, он тогда вокруг себя дагестанцев начал подтягивать. Родственников, там, родственников жены, дочери, там, родственников жены, там, дочерей, там, родственников мужа. Ну, вот этих своих, все семейство свое начал подтягивать. Вот и все. А где он был дагестанским имамом? С каких пор он стал? Когда советская нам пропаганда рассказывала, что он имам Чечни и Дагестана. Ничего подобного. Это был наш имам, наш лидер. Мы его таковым сделали. Понимаете? Мы, лично, чеченцы его сделали. Воевали чеченцы. Гибли чеченцы. Не просто мужчины. Все уничтожалось живое. Более того, имам Шамиль делал так, чтобы у чеченцев не осталось своей истории. Самое интересное. Понимаете? Например, вот я с Нашхо, я Паттайп мой Нашхо. У нас есть свои земли, своя гора есть, свои там огромные там территории есть. Нашхлам называется, гора Нашха. На этой Нашхе находится 6 населенных пунктов. Это 6 братьев там проживали. В одном из, на самой этой горе Нашха, на этом местности Нашха, там и гора, и равнина, там большая территория. И на этой местности, на этой Нашхе вся Чечня собиралась, и, можно сказать, это была столица, где проводились главные, Меххел это называлось, Сенат это был. Вот все делегаты съезжались и там работали, там принимались решения, там третье, десятое. Так вот, у нас были тептеры, книги, тептеры, которые называются. Эти тептеры имели там глубокую просто историю, глубочайшую историю имели эти тептеры. И печать была, тоже древнейшая печать, которую этот Мехкел закреплял. И когда там они все собирались, и все было при демократии. Абсолютная, стопроцентная демократия была в чеченском обществе. И, единственное, она отличалась тем от сегодняшней демократии, что женщины не имели права выбора, а мужчины имели право с 15 лет, тот, кто уже мог, с 15 лет чеченцы считаются уже совершеннолетними, и с этого возраста он имеет право уже воевать, защищать там и так далее. Мужчина, короче говоря, 15 лет. Были тептеры, была эта печать известная, и был большой-большой казан, в котором варили мясо, когда все собирались, варили мясо. Этот казан был такой большой, чан такой большой, что, как рассказывают легенды, там парень с девушкой могли бы станцевать спокойно. То есть вы, наверное, видели, такой круг создается, люди хлопают, и парень с девушкой танцуют. Минимум там пару метров он должен быть, если не больше. В длину, в ширину, там, по диаметру, там, сколько там он должен быть. Большой. И внутри этого чана были написаны тейпы, чеченские тейпы. Внутри были коренные тейпы записаны. Внутри были записаны коренные тейпы. Сейчас, подождите, тут очень нужно.
Внутри записаны были коренные тейпы чеченцев, а снаружи записывались те тейпы, которых чеченцы принимали. Понимаете, это такая история была. Вот на нем, вот на этом чане было написано. И имам Шамиль послал туда людей, своих воинов, чеченцев. Чеченцев, это как раз как сейчас разные радикалы пытаются нам рассказать про что-то. Они убили там некоторых, у них бой произошел, они убили тех чеченцев, которые Нашхо. А есть такая гора, на этой горе Нашха, есть одно из населенных пунктов, одна из башен, она такая в горе находится, она называется Моцара, по-разному ее называют, Мазархо ее называют. Вот это вот мое ответвление. Я с горы Нашха, Мазархо, там есть Гои, там есть другие еще тейпы. Населенный пункт, от которых происходят тейпы. Это 1000 лет там назад это было. И они убили, вот у Мазархо, вот у моих, как прямых получается, у них хранились вот эти печати, тептеры, вот этот казан, ну и все, вся историческая там, важная там, за складами были, короче говоря. Все хранилось у них. Туда пришли чеченцы, убили этих людей, книги и печать потеряна, неизвестно, может имам Шамиль приказал их сжечь, может они перекочевали в Турцию, может быть еще куда-то. А сам чан, этот большой, был разбит, сброшен с обрыва, разбит, там от него ничего не осталось. Говорят так, может быть тоже похищен, может его тоже нет. Я хочу сказать, что таким образом имам Шамиль нам навязывал шариат, навязывал нам ислам. Но сам он, как мы видим, не соблюдал этот ислам. Это был лицемер, это был, да, вначале, может, он был другим человеком, но под конец своей жизни, когда чеченцы закончились, он посчитал, а почему мне не сдаться? Некоторые чеченцы утверждают, что он был агент русской охранки. Я считаю, что он мог быть не только агентом русской охранки, он мог быть агентом и турецкой охранки, турецкой империи. Потому что он там какую-то помощь Турция оказывала, он там имел с ними очень тесные связи и так далее. И потом уехал он, как говорят, в Саудовскую Аравию, умер в Мекке, говорят. Но на самом деле он уехал в Турцию. Просто Турция забывается, говорят, он всего лишь там полгода-год пожил в Турции, и потом поехал в Мекку и там умер. Может быть и так, а может быть просто уехал в Турцию, и ни до какой Мекки он так и не доехал. Понимаете? Может, поехал реально в Мекку и должен был обратно вернуться в Турцию. Он же в Турции остановился не на 3 дня проездом, а несколько месяцев он там находился, по крайней мере, так утверждается. Потом поехал в Мекку на паломничество, на хадж, и должен был, может быть, вернуться. Может, реально умер там, не знаю. Может быть, поехал, вернулся, потом описали там придворные, что он там умер. Но сегодня в турецких школах изучают имама Шамиля как героя. Ну, простите, если он герой, то все, кто его считают героем, значит, такие же предатели. Понимаете? Кто они после этого? Кто они? Предатели не чеченцев. Чеченцы за свою свободу дрались и будут драться. Предатели самой свободы, самого себя предатель. Понимаете? Вот что получается. Получать жалование, жить, твои сыновья служат царской армии. Ты просто, не хочу матом ругаться. Вот что получается от таких людей, кто предает. Вот как получается. Как-то так, друзья. Это чтобы вы знали. Не имам Шамиль. Максвелл, не имам Шамиль. Шамиль Калужский его зовут. Шамиль Калужский у него. И батальон нужно называть не имам, не честь имам Шамиля, а честь Шамиля Калужского. Должен быть батальон, понимаете? Как с вами можно связаться напрямую в закрытом чате? Что вы хотите, что вас интересует? Я сейчас пока ни с кем не выхожу на связь, понимаете, ни с кем.
Саламаш Асан Хундели, Саламаша Гульбуря, Маша Душун Самахко Асан в мире, что только не происходит, и только мы можем знать, что происходит. Всем добро. Ясно. В честь кого ичкерийцев называть батальоны, кроме Джахар Дудаева? Но есть, например, Руслан Гилаев, достойнейший человек был. Есть Шамиль Басаев, но в Америке он объявлен террористом, там, из-за кое-каких вещей. Ну, кого еще? Гилаев есть, например. Да много есть на самом деле, сейчас я так и не вспомнишь. Если именно воинов брать. Например, Аслан Масхадов, тоже полковник советской армии бывший, и до конца прошел свой путь. Правда, дал себя обмануть абсолютно, просто беспардонно. Русской гибне ГРУ дал себя обмануть. К большому сожалению. Воин был хороший, человек чести был, но политик был абсолютно никакой, к сожалению. Кто? Много есть, кого можно назвать. Полно таких. Гилаев, Масхадов. Знаете, кого еще можно? Полно, сейчас не буду, чтобы... Байсангур, конечно, Байсангур это тоже великий воин. Уведомления не приходят на твой стрим, приходится ловить твой стрим. Да, я сейчас делаю в 17:00, я так понимаю, ты на опасных территориях находишься, поэтому лучше этого не говорить. Но, да, стрим выходит только, меня видно, когда вот вертикально через вот YouTube я через телефон делаю стрим, и тогда меня можно найти вот на России. На России. На каком языке между собой общались чеченцы, народы Дагестана и в целом кавказцы до прихода русских? Ну, какой период ты имеешь в виду? Какой ты период имеешь в виду? До прихода русских мы общались на чеченском. У нас были обширные территории, на которых жили там разные люди. В основном жили люди, которые занимались торговлей, это же были такие ворота в Азию, с Европы в Азию, между двумя морями. И большая у нас была территория, Ставропольский край, Дагестан, там другие места. Это все были наши, части наших были территории. Потом завоевывали, отвоевывали, выселяли, убивали там и так далее, и так далее. И осталось то, что осталось. Сейчас и это хотят забрать. Забрали, оккупировали, нас сейчас уничтожают. Поэтому какое-то время чеченцы говорили на чеченском языке, на равнине, везде. Потом, когда большая торговля была и так далее, пользовались тюркским языком. Кумыки были, торговали кумыки, и много было купцов кумыкских, и начали говорить на тюркском языке. Ну, это можно сказать, после того, когда были уже чеченцы оккупированы, когда нас всех погибло очень много, оживились другие люди. Понимаете, чеченцы нет уж от 2 миллионов, 120 тысяч остаться, представьте себе. И вот другие народы стали богатые, более активные в большом количестве. И вот чеченцы изучали их язык. Вот, был тюркский язык, кумыкский язык. Говорили с кумыками.
А так на чеченском говорили. Чеченцы, да, имам Шамиля в большинстве исповедовали язычество, говорит. Но это наглая ложь, абсолютнейшая, неприкрытая наглая ложь. Мы исповедовали ислам очень давно, а имам Шамиль нам радикальный ислам навязывал. Радикальный, что мы должны отказываться от своего всего национального, культурного. Вот что нам имам Шамиль дал. Как сейчас ваххабня нам навязывает через российскую пропаганду. Все, и навязали уже, вот этой ваххабне навязали. И они уже там думают, что это все, они там Богу поклоняются, что они очень правильные. На самом деле они пребывают просто в полном плену именно вот этих российских и арабских вот этих друзей российских, арабских вот этих пропагандистов. Вот то же самое делал имам Шамиль. То же самое делал. И это всех устраивало. Всех устраивало. Потому что, ну зачем чеченцам свою самобытность, свою культуру, свой язык, ничего не нужно. Надо на арабов быть похожими. Ведь многие же арабы это не арабы вовсе. Вы это знали? Многие народы, вот там сколько, 22 арабских государства, там арабов там сколько, 400 или сколько-то миллионов там и так далее. Многие это не арабы. Это арабизированные другие народы. Как русские русифицировали другие народы, так же и арабы. Это что же империя была. Она просто прикрывалась религией и вот таким вот образом расширялась. Сам вот этот ислам, сама суть ислама, сама честность ислама, она в 7 веке уже все, тогда уже завершилась. Понимаете? В исламе есть 4 праведных халифа. Все, после этого не было никакого праведности, никакой справедливости. Просто прикрывались, и уже люди пользовались. Люди разные, цари, императоры, короли, султаны и все остальные пользовались и религией, и под этим видом расширялись. Не зря мусульмане еще тогда обозначили 4 праведных халифа. Все. После них уже были неправедные, значит, халифы. А как в исламском государстве халиф может быть неправедным? Понимаете? А специально нам, чтобы все мы помнили, еще давным-давно умные люди оставили. Есть 4 праведных халифа. Все, после этого не было никакого исламского халифата. Были империи. Разные. Арабские, турецкие, все остальные. Поэтому ислам это дело твое и Бога. Все. Вот как ты веришь, взял эту книгу, открыл, кто-то Тору открыл, кто-то Талмуд открыл, кто-то Тору, кто-то Библию открыл, кто-то Коран открыл. Вот ты почитал, вот тебе это нравится, ты это понимаешь. Все, ты и Бог. Все, пошел, все, остальное все идет лесом, так сказать. Других это не касается. Нету на России нету свободного ислама. Мне кажется, в мире нету вот этих, я имею в виду ислама свободного, в смысле ислама пропагандистов этих, проповедников этих. Понимаете? Появляется какой-нибудь что-нибудь, говорит, если он радикальный, и он никому не подчиняется, его либо подчиняют, либо нейтрализуют. Вот и все. А все остальные карманные. Хочешь кормиться, зарабатывать, хочешь вот этих дураков обманывать. Вот тебе образование, вот тебе это, все, вот тебе чалма, или как она там называется, халат тебе. Все, и с умным видом рассказывай людям сказки, и тебе будут за это платить. Вот как ислам сейчас представляет, в каком виде сейчас ислам находится. И нам рассказывают сказки про какой-то исламский терроризм, там еще чего-то. Да любую, возьмите любую идеологию, коммунизм, возьмите, христианство, иудаизм, буддизм, любую идеологию возьмите. И просто этих людей, носителей этой идеологии, этой религии, вы можете их просто сделать так, что вот, все буддисты террористы, как это опасно. Все, это так делается. Понимаете? Нету никаких мусульман, которые хотят завоевать весь мир, покорить весь мир, если им не вкладывается эта программа. А вкладывается она русскими и арабами. А раньше она Англия вкладывалась.
когда они арабов завоевывали, и османский халифат, так называемый халифат, турецкую империю разрушали. Тогда англичане этим занимались. Сейчас русские этим занимаются. Русские, как знаете, как бандиты, которые решают там проблему, они создают проблему, и какому-нибудь там крутому бойцу, там какому-нибудь Конору Макгрегору, который живет не в сегодняшних условиях, а там в уличных там джунглях, ему нужно там побить кого-то. И вот русские какого-нибудь там подгоняют, а Конор Макгрегор очень богатый, очень сильный, там, мощный там, парень, как мы все знаем. И он не будет обижать там слабых, невиноватых и так далее. Он будет обижать только тот, кто этого заслуживает. И вот русские готовят какого-нибудь там бедолагу, подготавливают, и говорят, вот смотрите, вот вам бедолага. Вот этот вот террорист, убийца очень страшный. А Макгрегор видит, что этот там в тапочках, там у него ничего нет в кармане, ни ножа нету. Макгрегор его бам-бам-бам побил, все, Макгрегор крутой. И Макгрегор понимает, между прочим, я не верю, что ни американские, ни западные спецслужбы не понимают, что происходит. Вот то, что я докопался, и многие из нас понимают, что американские спецслужбы не понимают, европейские спецслужбы, английские спецслужбы, самые лучшие, Ми-6, Ми-5, не понимают этого. Я в это не верю просто-напросто. Это было бы просто смешно в это верить, что они этого не понимают. Другое дело, каждый пытается использовать себе выгоду. Есть интересы своей страны, а все остальное плевать. Подгоняют русские какой-то симулятор в виде исламского терроризма. Отлично, давайте займемся, будет бюджет, будет у нас армия сильная, будет там спецслужба сильная, давайте мочить афганцев. Что там мочить от афганцев осталось? Абсолютно необразованные, абсолютно ничего не понимают. Но очень выгодное место. Как говорят, я не знаю, насколько выгодно, Америка туда столько денег вбухала, в этот Афганистан. Ну вот и все. Взорвали 2 дома и пошли на Афганистан. А почему на Афганистан? Ни одного афганца не было в этих самолетах. Арабы были в этих самолетах. Почему пошли на Афганистан? У меня в голове не укладывается. Почему? Потому что они супер-мусульмане. Да никакие они не супер-мусульмане. Никакие они, там чистый ислам, они вот некоторые пропагандисты с другой стороны рассказывают, что вот потому что они обижают. Ничего подобного. Бьют, потому что слабые. Слабых бить легко. Понимаете? Поэтому и бьют. Было бы у Афганистана ядерное оружие, какой бы у них там чистый ислам или отсутствие там вообще ислама было, никто к ним не полез бы. А нужно против Пакистана, против вот этого Ближнего Востока держать определенную напряженность, там, может нефть, может газ, может там, я не знаю, еще какие-то влияния на Центральную Азию, влияние на Китай. Не знаю я всех деталей не знаю. Я знаю одно, что 11 сентября 2001 года афганцы вообще в этому не причастны. И что там находится Усама бен Ладен, одного человека не выдали, и теперь надо всю страну оккупировать. Сбросили бы бомбы, как сейчас на иранские вот эти ядерные объекты сбросили бы. И уничтожили бы там половина там кишлака или весь город. Но зачем всю страну тогда уничтожать, захватывать, там еще что-то делать? Это другие вещи, которые используются. И мы это все должны понять. И у нас, у чеченцев, например, к чеченцам обращаясь, мы почему-то считаем, что мы в нашем колхозе, в нашей деревне, вот мы порядок наведем и все, и трава не расти после этого. Так это не работает. Мы должны посмотреть в целом, что в мире происходит. Если в мире, например, американцы решили там что-то там с Россией сделать, или еще что-то там предпринять, или воспользоваться услугами России, а мы построили какой-то свой там маленький там колхозик, совхозик и живем в этом совхозе и думаем, все у нас идеально, мы тут никого не трогаем, за что нас трогать? Только попробуйте тронуть еще с гонором. Америка просто голову повернула вправо или влево. И в этот момент, когда она поворачивала, вот ее ухо там чуть-чуть ветер создало. И все, и нету вот этого нашего колхоза, совхоза, всего остального. Америка это даже не заметила. Понимаете? Если подходить, нужно подходить с самого верха, надо разобраться в этой всей системе сложной. Кто для чего все это делает.
Вот давайте сейчас как раз вернемся к теме по поводу Путин нападет на НАТО. Китай, Россия, Иран, ЕС, Кавказ. Это все звенья одной цепи. И сейчас идет конкретное раскачивание ситуации. И я полагаю, что Путин с ними уже договорился. Себе гарантии безопасности он уже взял. От китайцев, от западников. Вот чем объяснить то, что ладно, в Украине там гибня находится. Чем объяснить, что в Европе, в Америке находится тоже гибня. Ну, в Америке она не открыта, но все же. Посмотрите, некоторые очень странные вещи в Америке происходят. Они там очень боятся, но очень странные вещи происходят в Америке. Понимаете? И вот здесь, в Европе, что здесь делать? Вот у нас в Германии здесь ГРУ на ГРУ сидит, и ГРУ погоняет. Понимаете? Я знаю поименно, пофамильно, всех я не могу знать, многих знаю. И ничего. А почему они вместе с международным терроризмом борются? Я так полагаю. Вот эти ГРУшники, русские, чеченцы, стучат немецким властям на ваххабистов, на вот этих всех. А из этого сделали целая тема. В Германии это очень важный вопрос. Здесь 200-400 суперрадикалов. Я говорю, дайте мне этих радикалов. Дайте мне с ними поговорить. С каждым по отдельности. Дайте поговорить. Дайте, я просто вам скажу, какой это радикал, насколько это радикал. Дайте мне с их вербовщиками, их главными пропагандистами поговорить дайте. А они все работают на русню. Через Турцию они работают, через Саудовскую Аравию, там еще как-то, неважно. Потому что все они контролируются русней. Немцам это нравится. Здесь много задействовано людей, бюджет выделяется. Это же угроза. Здесь супер там террористы, супер исламисты собрались. Там не надо говорить чеченцы. Там говорили раньше чеченские террористы, чеченские исламисты. Сейчас говорят, не надо говорить чеченские, будем говорить северокавказские. На этом спасибо большое, конечно же, хоть не чеченские. А почему не российскими их называть? Почему не ФСБшными, ГРУшными их называть? Какая разница? Ну и что он чеченец? Он же на ГРУ работает. Он же на ГРУ работает. Сейчас произошло нападение несколько месяцев назад на посольство Израиля, точнее не нападение, попытка нападения, возможная, вероятная попытка нападения. Задержали 18-летнего чеченца. 100% оболванен. Это вообще у них легко получается. Они просто зомбируют людей вот этим своей пропагандой. Видимо, его лет с 16, с 15 начали обрабатывать. Поэтому я говорю всем чеченцам, следите за своими детьми. Вы думаете, вы что-то видите? Ничего вы не видите. Они в руках вот этих русских спецслужб. И вот берутся, вот этот 18-летний парень арестовывается, а двое с ним сбегают. Один татарин, другой, по-моему, чеченец тоже. Не знаю. И бегут почему-то они не в Сирию, а бегут в Африку, где как раз Вагнер находится. Они вылетают оттуда, этого бедолагу оставляют, это жертва. Обычно так они делают. Все, мы вместе, мы братья, мы все, там, третье, десятое. И в самый последний момент ты один иди. А мы туда пойдем, мы там сделаем это, погибнем там, а ты здесь погибнешь. Сперва умрешь ты, потом мы. А он думает, все вокруг, он один, а вокруг него 100 агентов. Понимаете? И если немецкие власти этого не видят, то вы меня извините, вы либо ничего не видите, либо вы потакаете этому. А как иначе? Если, например, есть один, которого это жертва, он у них бывает, знаете как, раньше вот это кручу-верчу, обмануть хочу, помните, вот 3 вот этих берут и крутят там, угадай там и так далее. У нас в Черноречии был автомагазин. Вот перед этим автомагазином, там, когда он закрывался, вечером как раз собирались вот эти наперсточники, вот эти, которые крутят вот эти наперстками. И я ходил смотреть, а там у нас улица так с 2 сторон идет. И с одной стороны одного пацана не поставят, с другой стороны другого пацана поставят. Там по 10 рублей дадут, там 25 рублей, помните?
старики, монета, купюра была 25 рублей, это большие деньги были, там 100 рублей, 120 рублей, это зарплата была месячная у людей. И я ходил там, смотрел за этими, как они действуют, как они делают. И с одной стороны, когда ментовской этот Бобик появлялся, он едет, слышно, это должен был крикнуть, и они все должны были разбежаться. Но вот сидит один, крутит наперстки. Рядом стоит еще 1-2 человека, его там прикрывают, поддерживают. И перед ним стоит толпа. 3-4 женщины там могли быть. Ну, такие барышни. Человек 5-6 мужчин могло быть. Ну, грубо говоря, 12-10 человек. И все они заодно. Только один, который мимо проходит, завлекают. Они деньги кладут, они играют, что-то выигрывают, там какая-то идет. Отгадывают там какое-то все. Вот эта система идет. Так вот, когда они какую-то жертву находят, вот он мимо идет, они его завлекли, тут толпа, деньги, там шумят, там, весело, интересно. И вот он жертва один там оказывается. И они, вот эти 3 наперстка надо прокрутить. Нужно положить деньги, он открывает, потом ставка удваивается. Например, здесь 100 рублей положил, открыл, пусто. Значит, все, следующее уже меньше шансов угадать. Больше шансов угадать, всего 2 наперстка осталось. Уже здесь 200 рублей. Некоторые могут 500 рублей кинуть. Вот стоят толпа, он достает, 500 рублей тебе. На тебе 1000 рублей. Понимаете? Вот так это делается. А этот бедолага, он один среди них находится. Вот это вот так все вот так быстро происходит. Раз. И тот говорит, я 500 кладу, ты готов 500 войти со мной? Он перстень снимает, шапку снимает, все, я кладу, больше у меня ничего нет, давай. Точно они знают, что там. А там тоже ничего нет. Понимаешь, наперстка этот маленький шарик. Потому что он поролоновый. Он не твердый, он поролоновый. Он его в пальцах держит. Он крутит вот так. А поролон у него в пальце. Там нигде нету его. Понимаете? Вот точно так же попадаются молодые чеченцы, 18-летние. И нам на всех каналах чеченец хотел напасть на израильское посольство и так далее. Да, он дебил, он обманут. Но все эти люди, эти 200, сколько у нас немецкие службы там сообщают, что 200 или 400 особо радикалов, там туда-сюда, третье, десятое. Вот эти, может, 200 человек, там, из них, может, 10. Это реально люди, которые думают, что они какую-то там миссию несут. Все остальные 190 это агентура российской разведки, которая стучит немцам. И полностью сообщает информацию про этих опасных радикалов. И всех все устраивает. Понимаете? Немецкие спецслужбы там, из этих 190 стучат немцам. Эти 10 человек не стучат. Вот эти 10 полезных идиотов, этих жертвенных барашков, которых в жертву принесут. Не стучат. Остальные все стучат. Вот как это работает. Вот как это все представляется. А нам рассказывают там какой-то там терроризм, какой-то там этот, какой-то то. Ладно, много можно это рассказывать, много можно об этом обсуждать, но сам факт остается фактом. Террор совершает Россия, российские спецслужбы. Понимаете? Как-то так, Дион, да? Давайте почитаю ваши комментарии. Один чеченец призывал всех мусульман России, Кавказа и Центральной Азии против русской общины. Ты в курсе? Да, я видел эту новость, нигде я ее официально не увидел, просто вот где-то ее вбросы были, что вот там я там это, там что-то человек сказал, мы там не оставим, простим, не простим. Я думаю, просто его оболванили, вытянули из него эти слова и начали использовать, что в Америке живет какой-то супер там боец, который призывает к супер какой-то общине. Это провокации. Самая настоящая провокация. Если ты создаешь какие-то группировки воинствующие, то для этого в Америку улетать не надо. Надо остаться там и их создавать. Причем открыто создать вот так и 2 минуты прожить на этой земле. Или на свободе.
А все это туфта разгоняется. Чеченцы нигде не должны участвовать. Нигде. Кто хочет воевать, тот должен воевать в Украине. И то в Украине там агент на агенте сидит, агентом погоняет. О чем говорит про Германию, если в Украине, которая сейчас кровью истекает, есть огромное количество агентуры. Вот какая вот ситуация. Вот какая вот ситуация. Не нужно ничего, нигде чеченцы не должны участвовать. Ни в чем. Да, советуйте, помогайте, деньгами помогайте, как можете помогайте. Воевать, в каких-то группировках участвовать, еще что-то делать. Нет. Весь мир отвернулся от нас, наплевал на нас. Помогал России нас уничтожать. И поэтому мы теперь имеем открыто, я поэтому открыто имею право сказать всем чеченцам, мы нигде не участвуем, чеченцы. Мы набираемся сил, зализываем раны, набираемся финансовой, материальной, умственной, интеллектуальной силой, мощью, набираем силу. 2-3 года еще нас ждут очень большие потрясения. Очень нам нужно быть единым, как кулак. Нам никто в этом мире не поможет. Никто. Никогда нас в 19 веке 120 тысяч осталось. Никогда нас в 20 веке, когда 400 тысяч чеченцев, ингушей вместе осталось. И никогда сейчас, когда нас уничтожили более 25%, и осталось там более 700 тысяч, 800 тысяч нас когда оставалось. Никто нам не помог. Да, помогли, немцы приняли, беженцев приняли, Европа там и так далее. Я имею в виду перестать нас убивать просто. Все, наоборот, помогали, да, какие-то там люди. Это ж разве люди? Да ладно, пусть дохнут, пусть горят все в огне. А Россия, да, конечно, с удовольствием мы это сделаем. Поэтому нигде мы, чеченцы, не должны участвовать. Мы должны выявлять всю российскую агентуру среди нас. Мы должны вычистить наши ряды. Если нас будет всего лишь 30%, пусть нас будет всего 30%. Все там где-то с кем-то завязаны. Все я понимаю. У кого-то родственник там, у кого-то там паспорт надо сделать, кому-то еще как-то. Все делается через них. Деньги зарабатывать опять тоже через них это только делается. Понимаете? И это... Ну и понятно, что ты как-то где-то завязываешься с ними, где-то как-то ты там соприкасаешься. Вот это нужно прекратить. Эту позорную практику, эту пагубную практику нужно прекратить. Нужно перестать нам всех этих людей, даже если вот он хороший парень, весь за нас, все такое. Имеешь контакты, все, пока отдыхай. Прервешь контакты, будешь чист, тогда возвращайся. Вот так и здесь нас будут больше нам доверять и больше уважать нас будут. Понимаете? А тут там деньги, Галенваген, там еще что-то, и все, и ты, у тебя жизнь удалась. Да это смешно просто. Детский сад. Детский сад делал. Так, давайте дальше. Ну, Уэлси, я не буду ни с кем сейчас контактировать. Мне своих контактов достаточно, которые есть. Я никому не доверяю, никому уже из новых знакомых. И поэтому, да, вы можете искренне быть, все я понимаю, но я пока не участвую ни в чем. Я только веду вот свои стримы и занимаюсь своими делами.
Даже правозащитную сейчас помощь я не оказываю. Я каждый день писал людям письма, заявления, ходатайства. Сейчас я этого не делаю. Извините, к сожалению, на меня оказывается очень мощное воздействие на всю мою семью, все родственники в Чечне, здесь в Германии, в Европе, везде на все оказывается давление через ФСБ, через женщин. Женщин сейчас ФСБ активно действует через женщин. А, ну, вот такая вот ведется очень мощная работа против моей деятельности. Меня нужно не просто уничтожить. Меня уничтожить-то они уже могли бы давным-давно, мне кажется, но будут последствия. Это выявится цепочка, хотя они этот план не оставили. Деньги за меня они уже выплатили. Там люди работают, я полагаю, даже не одна группа работает. И ну, нужно не просто уничтожить, а нужно сделать так, чтобы я сдался, чтобы я опустил руки, чтобы меня дискредитировать, меня запачкать. Ну, вот что нужно. Потому что ту идею, которую я обсуждаю, ее как будто уже не было. Все проиграли, все там Дудаева нет, это идея Дудаева была и так далее, и так далее. А я своим примером показываю, что нет, это была не идея Дудаева, это идея чеченского народа. И даже если убить всех наших пассионариев, это не значит, что это на этом закончится. Вот и меня не пристегнуть ни к исламским террористам, хотя они очень стараются, пытаются везде выхватывать слова там из моих стримов, представлять меня каким-то исламским радикалом, фундаменталистом, только лишь за то, что я говорю, что я мусульманин. Или там я поддержу каких-то наших воинов, которые, может быть, реально были на этой волне. Но они были в волне не то, чтобы против всего мира или кого-то. Они против России, за свою свободу были. А как они там молятся, или как они там, что они там делают, не молятся они вообще, или водку пьют. Это вообще никого не должно вообще никак волновать. Есть? Ну вот, они пытаются все это делать. Поэтому я временно прекратил общение со всеми новыми и не буду ни с кем общаться. Хотя сейчас активно начали лезть ко мне. Все начали, вот, срочно выйди на связь, срочно нужно, давай выходи, там, бам-бам-бам, нужно там поговорить. Так что все нормально. Работаем, да. Так, давайте дальше. Дересхуй. Почему ты поддерживаешь Израиль, говорит. А ты еще не понял? Валейк салам, Дойсант. Можно услышать твое мнение насчет Израиля и Палестины? Самурай, я же уже много раз уже делал стримы, много раз об этом говорил. Почему вновь и вновь вам это интересно? Посмотри просто мои стримы. Зачем вновь и вновь я буду это повторять? Так. После того, как ты затребовал у трольчатины долю, они подадут на тебя за вымогательство. Не говори, но единственное, эта статья у них, наверное, осталась, которую они мне не предъявили. Там терроризм, экстремизм, дискредитация этой какой-то вонючей их армии. Там, ну что они только мне не прописали. Там у меня, по-моему, кражи нету, по-моему, статьи. И еще какой-то там не было. Понял сам, уважаю вашу позицию, доверяй, но проверяй. Хорошо. Все, спасибо, что поняли. Аслан, не кажется, что последние годы Европа впускает как беженцев откровенных ахмад-силовцев? Многие из них противники идеи независимости. От каких таких преследований бегут в Европу? Евгений, знаешь, не то, что мне не кажется, я знаю, что так происходит. Понимаешь?
В Австрии, например, там какой-то блогер, вот мы там собрались, там общались на одной конференции, блогер с полицейским, он блогер. И мы ему задаем вопрос, а как ты к Кадырову относишься? Как ты относишься вот к этой ситуации, что наша страна оккупирована? Там он сидит на сцене. Он, ну, я не хочу об этом говорить, там, это, третье. Абсолютные кадыровцы, абсолютно пророссийские люди. Понимаете? И я здесь говорю, ребят, вы разговариваете с чеченцами, они нас, чеченцев, которые не россияне, которые не признают, не идентифицируют себя россиянами, нас немцы в упор не видят. Нашу позицию, ичкерийскую, свободную, немцы в упор не воспринимают. Понимаете? У них здесь теракты, их убивают здесь, их взрывают, их ножами здесь психи разные набрасываются. Но они нас не видят. Им нужно только, чтобы, да, Россия, да, тогда мы с вами готовы разговаривать. Это лицемерие, это двойные стандарты, которые применяются. А россияне, пророссийские, кадыровские, прогорушные, ФСБшные чеченцы, они угроза для Германии. Понимаете? И у них сейчас вот такая шизофрения, раздвоение просто происходит. Вроде бы нужно защищать свое население, свою страну от теракта. Ну что страшнее еще терактов может быть, когда мирных женщин, детей взрывают, убивают там, и так далее. А с другой стороны, ну как разговаривать? Нет, это не пойдет. Вот такое отношение. Вот такое. Очень печально. Немцы разговаривают только если им российское посольство дает добро. Условно я так говорю. Не в конкретном случае. Вот если этот человек связан с Россией, если этот человек ходит в посольство, его посольство поддерживает, за него кто-то там словечко замолвит, все, вот у него зеленый свет здесь. Он ГРУ работает, он наркотиками занимается, он людей сдает, ну все он делает. Ну, постукивает он. Создает еще информацию на нас, на радикальных чеченцев, как они нас представляют, радикально. Если ты не за Россию, они меня никак не могут никуда пристегнуть. Я был адвокатом, никогда радикальными вещами не занимался, никогда не говорил ничего, там, не делал ничего такого. И у них американский флаг сзади висит, ну как-то не клеится у них это все, понимаете? Израиль поддерживает, это вообще непонятная какая-то ситуация. Это вообще что за радикал такой? Что за исламист такой вообще, елки-палки? Вот такая вот ситуация. Вот своей ложью, своим лицемерием, своим нарушением международного права, абсолютное, стопроцентное нарушение международного права, незаконно вместо СССР оставили Россию. Это не Германия сделала, я согласен. Германия там не решала. Это сделали США и Великобритания. Прямо будем вещи своими именами называть. Вот благодаря вот этому юридическому казусу, юридической вакханалии, сегодня чеченский народ находится вот в подвешенном состоянии. Мы не там и не тут. Немцы нас признать не могут. Немцы от нас и отказаться не могут. Вот такая вот ситуация появляется. Да, немцы действовали до сих пор, сейчас просто пауза. Там пытаются там как-то что-то туда-сюда. А так действовали до сих пор только с россиянами. Все, кто не россиянин, он ваххабист, террорист, исламист, каратист. Понимаете? Если ты хочешь свободу в своей стране, да ты фашист, ты же террорист. Какой свободу? Все, сразу же тебя списывают. Это делают немцы. И все остальные тоже. Я за немцев скажу. За немцев скажу. Я говорил об этом. Там начали общаться, встречаться, там разговаривали. Говорят, а что вы хотите? Я хочу, чтобы вы с нами разговаривали, я хочу. Соберите здесь, в Гамбурге, у нас огромное количество, большая здесь диаспора. Все с Катырюрта здесь, в Гамбурге, тысячи чеченцев. Катырюрт, Ачхой-Мартан, это все наш район. Ачхой-Мартановский район. Мы все друг другу здесь, в Гамбурге, почти все родственники. Там, тут мы можем быстренько все определить. Я знаю здесь всех просто. До единого всех чеченцев на земле Гамбурга, в основном мы одни подтягивались, потом другие подтягивали за собой там, и так далее, и так далее. Первый проход делали.
проводники, и все остальные подтягивались. И нас здесь вот огромное количество. Сколько нас здесь? Ну, может быть, 5 может быть. Может, не соврать, может, поменьше, около так. 5 здесь, в Гамбурге. Все с Катарюрта. Все друг друга знают. Быстро мы можем, быстро справки навести. Я говорю, соберите нас в каком-нибудь актовом зале. Немцы, власть, там, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, там кто-нибудь. Не собирают. Потому что кого собирать? Россиян собирать? Или ичкерийцев собирать? Ну, свободных чеченцев собирать. Понимаете? Они не знают, когда это будет скандал, это будет это. А где будут кадыровцы или пророссийские чеченцы, туда обычные чеченцы не пойдут. Понимаете? И тогда самое важное, ну там левый, правый, есть вообще середняк. Большое количество это середняк. Им как бы без разницы. Они, конечно, душой за чеченский народ, но чтобы им было безопасно, чтобы сытно было, безопасно было и так далее. Вот они за это. Выгодно, если будет, да, они будут за Ичкерию. Выгодно будет, они за Кадырова, за Россию будут. Есть таких тоже. Не собирают немцы. Я говорю, ну соберите нас, поговорите с нами. Хотите узнать, о чем у нас душа болит, о чем мы хотим? Поговорите. А контакт, диалог не настраивается. Не нужно это немцам. Понимаете? Не нужно. Но они будут с кадыровцами разговаривать. Про Россию, не кадыровцы, пророссийскими будут разговаривать. Вот они с ними начинают там что-то делить. А у них нет авторитета в нашем обществе. Понимаете? Нету общества. Как только чеченец узнает, что он пророссийский, чеченец сразу же от него закрывается. Если ему нужно от него паспорт получить, там, денежный перевод сделать, вот здесь деньги переводят в Германии. Все делают, все россияне это делают. Открыто, прямо здесь действуют, и ничего, никаких вопросов. Здесь санкции, манкции какие-то. Нет, там деньги, там передал, тут отдал, там это сделал. Все работает. Абсолютно. Все абсолютно работает. Когда тебе что-то нужно, да, ты говоришь, да, там паспорт нужно сделать, там взятку дать, там еще что-то. А так ты к ним не лезешь. Не лезешь. Ну, там, если тебя там обижают дома, там, ну, бывают разные конфликтные ситуации, ты там к ним поджимаешься, чтобы тебе там поддержка была, там, замолвить словечко, чтобы там менты тебя не прессовали, в очко Мартановскому РОВД. Вот в этой ситуации есть. Ну и все. На этом все как бы заканчивается, когда больше дружба с ними не нужна, кроме вот этой. Вот и все. Но эти кадыров, ну эти пророссийские чечены, они стучат. Они любого человека, ваххабитом называют, любого. Просто им выгодно, как бы не нравится им, он ярый какой-нибудь антироссийский, антикадыровский, вот этих против подхолопных. Все, они его ваххабист, террорист, там ему подготовят. У него там обязательно, у чеченцев сейчас борода у всех. Он где-то в мечеть ходит, там что-то пару слов сказал, там все. Все, вот этот человек там, и немцам, спецслужбам это все под нос суют. Тебя, посмотрите, депорт. Все, давай, депорт, или в другую страну тот уезжает, или его депортируют в Россию. Сейчас Россию не депортируют уже. И так далее. Вот такая вот интересная загогулина у нас здесь получается. Вот такая вот ситуация. Ассаламу алейкум. Свободу Ичкерии. Ва алейкум салам алейкум. Амин, амин. Вот такая вот ситуация, друзья. Германия 60 тысяч чеченцев по одним данным. Да, в основном самое большое количество проживает в Бранденбурге. Там их собрали. Это Восточная Германия. Я думаю, они там не случайно оказались. Восточная Германия. И именно радикальные. Там у них там говорят, что там. Почему там только? Почему в других местах их так нету? Это говорит о том, что, видимо, они в Германии готовят терроризмы. И им отделить Восточную Германию им нужно. И вот сейчас вот этот пазл складывается. Потому что они давно пытаются здесь устроить теракты. И Восточную Германию, ГДР прошлую, отторгнуть.
Для этого, конечно, нужны боевики, конечно, нужны те, кто пожертвует своими жизнями, которых не жалко. И вот будет 100 агентов ГРУ, и один этот торпеда будет, 18-летний, 19-летний, которого они оболванят, он думает, что они все вместе пойдут, а он идет только один. А эти все быстро разбегутся. Вот такая здесь работа ведется. Здесь очень много проживает именно чеченцев, 60, ты говоришь, ну я 50 тысяч, около 50 тысяч слышал. Здесь несколько тысяч это армяне, дагестанцы под видом чеченцев, которые сюда приехали. Другие национальности есть, которые приезжают под видом чеченцев. Ну, где-то в пределах 50 тысяч. Около 10-15 тысяч, по-моему, проживает в Бранденбурге. Я думаю, Гамбург вторая земля, может 10 даже здесь. Чеченцев проживает на земле, это отдельная федеральная земля, Гамбург. И проживает здесь, ну, а так по всей Германии разбросаны чеченцы. Ну, мы все здесь, почти все, конечно, все нельзя сказать, здесь разные есть, но в основном с Ачхой-Мартановского района здесь все. Это Ачхой-Мартан, Катар-Юрт, Валерик, Яндик-Утар, Закань-Юрт, вот эти территории, Самашки, вот здесь таких много. Это все наше, да. Пришло время переименовать в Которбург. Гамбург уже не отражает реальность. Не, ну в Гамбурге более 2 миллионов жителей, так что мы здесь только капелька. А так, да, Которбург будем называть, совершенно верно. Ясно, ясно, СЦ. Назовите 5 имен людей, которые больше всего сделали для чеченского народа. Из какой области, ты говоришь, сделали? Что ты имеешь в виду, сделали больше всего для чеченского народа? Ну, а Тарханов, да, само собой. Ну, там, да много чего, 5 имен. А Тарханов, Джахар Дудаев, кто у нас? Ну, если брать у нас, ну, мы воины, мы воевали. Да, мне как-то правозащитнику говорить, что мы воины, как-то не особо камильфо. Но нужно признать, что мы всегда воевали. Всегда. И вся наша культура построена вот на воинском, воинской иерархии, воинском отношении друг к другу. Помочь, на помощь прийти, это вообще даже не обсуждается. Там, умереть за друга своя, как Путин говорил, это не обсуждается. Ты должен сразу же пожертвовать собой, там, ты не можешь пройти мимо. Ну, там вот все воинственность, это присутствует. Ну, к нам клоун зашел по имени Бесландион. Классный клоун. Так, европейская иммиграционная политика – это смех. Они не различают, кто есть, кто пускает, кого не нужно, а кто действительно преследует, тому препоны ставят. Абсолютно, Евгений. Абсолютно. Но, знаешь, Евгений, я, конечно же, сейчас отлично прокритиковал Германию в этой отдельной части, но нужно признать, что мы, чеченцы, тоже просто закрылись и сидим такие, уши опустили, там, чтобы у нас ниже травы, ниже воды. Главное, чтобы там ничего не сказали, нигде не засветились, уголовное дело не возбудили, дома никого. Очень хорошая отмазка для всех. Дома родственников заберут. Дома родственников заберут. Вот есть Ахмад Ильясов, который в Америке живет. Как я его только не упрашивал. Я говорю, когда я Закаева поддерживал, все, они же одна компания, оказывается. И
Я говорил, давай, Ильяс, там, выйди, покажи себя, там, прояви себя, там, третье, десятое, там, и так далее. Я не могу. Я не могу, у меня там отец больной, если он сказал, ни в коем случае нельзя, отец запретил мне туда-сюда, ни в коем случае нельзя. Министром иностранных дел, когда ты был, Ильяс, он тебе не запрещал быть, да, а когда нам горе, он тебе разрешил. А потом у Курочкиных сидит, книгу написали с этим Бенедетто, Франческо Бенедетто, по каким-то непонятным риэлторам по сдаче квартир. А теперь сидит спокойно разговаривает. И вот это такая хорошая отмазка. Вот кто ничего не хочет делать, сказал, да, у меня дома родственники, я ничего не могу делать. Канал открыть ты можешь, комментарий, лайк поставить ты можешь. Ты все можешь, просто этого не делаешь. Потому что тебе это не нужно, тебе неохота это делать. Ты рисковать не хочешь, ты домой ездить хочешь, дома дом строить хочешь, дома там машину хочешь себе купить. Ну, жить хочешь спокойно. А с этой работой никогда не будет спокойной жизни, да. Стимулирует ли чеченская община в Европе, чтобы молодежь получила политическое или юридическое образование? Джамбос, это очень хороший вопрос вы задаете. Это просто отличный вопрос. Дело в том, что, знаете, что сидят вот эти российские пропагандисты и просто умственно отсталые люди, они рассказывают нам, что идти работать адвокатом – это грех. Идти в милицию, в полицию или же в прокуратуру – это просто огромный грех. Заниматься политикой – это грязь. Выходить на митинги ни в коем случае нельзя. Аллах запретил уходить на митинги. Представьте себе. Конечно, каждая семья, я, например, этим занимаюсь, всем постоянно твержу это, говорю об этом. И так любая, в принципе, семья, она знает, что, конечно, нужно идти в политику. И благодаря у нас, знаете, у чеченцев такая, видимо, она выработана вот этой веками борьбы, ситуация, мы, каждая семья, становимся государством. Мы закрываемся, мы ничего из себя не выпускаем, никому, ни чеченцам, ни русским, ни другим народам. Мы очень закрыты. Я понял, что мы очень-очень закрытая нация. Когда, и знаете, как разведчики. Это, может быть, не очень хорошо будет звучать, но мы можем быть одними, а внутри быть другими. Выдам я все секреты. И мы учим своих детей, учись, работай. Но когда вот эта пропаганда идет, вот сидят новые, появились какие-то там пропагандисты, говорят, гражданство не берите. У нас весь мир отнес к россиянам. Если у нас нету другого гражданства, то мы россияне. И вот эти люди говорят, не берите гражданство другого государства, это кафирские, вражеские какие-то государства. Представьте себе. И этих людей не поднимают на вилы. Правда, их никто не смотрит, их они так маргиналы, но все равно. Просто надо же, кто-то ждал им эту команду, так сказать. Сейчас время получать паспорта, сейчас уже люди, чеченцы здесь живут 10-20 лет. И через там 8 лет ты в Германии можешь получить паспорт, там, 3, 10. И вот как бы самое время чеченцев сейчас становиться сильнее. И в этот момент появляется ролик какой-то, и сидит чувак и рассказывает, что ни в коем случае это кафирские штучки не берите. То есть российский паспорт ты должен оставить, остаться россиянин. Это для чего делается? Чтобы ты из юрисдикции России не ушел. Вот такие вот вещи постоянно и повсюду между нами, вокруг нас происходят. И мы, ну, благодаря тому, что многие чеченцы просто любознательные, такие с амбициями, особенно молодежь, они пытаются получать образование, идти там, в юридическое там, направление, там, другое, третье место. Но вот целенаправленно вот большой такой пропаганды не ведется в этом смысле. А чеченская община, в которой вы сейчас представляете, ее не существует. Каждая чеченская семья – это закрытый такой кокон, такое маленькое государство.
Нету чеченской общины. Здесь нам в Европе пытают, потому что вот я, например, начну здесь что-то заниматься, но меня пытаются убить. Всех моих родственников пытали, бывших родственников. У меня нет больше родственников. Пытаются там убить, запугать, там еще что-то сделать. И люди боятся даже собираться вместе, говорить на эту тему. Ты же должен себя как-то идентифицировать. Если у тебя есть какой-то офис, у тебя должен быть флаг. Какой это флаг? Российский флаг. Или это ичкерийский флаг. Вот у тебя два момента. Ты вот выбираешь какой. Если у тебя будет ичкерийский флаг, то тебя Россия будет нотами заваливать, там провокации против тебя будет, и там будет тебя гнобить. Немцы помогать не будут. Если у тебя будет российский флаг, ну российский вот этот кадыровский, так называемый кадыровский, это российский оккупационный флаг, то в таком случае туда чеченцы не пойдут. И поэтому вот в религии закрылись, бороды отпустили, за этими бороды вот так их поднимают, прячутся за ними, вот так выглядывают и сидят. И думают, пронесет. Не пронесет. Никого не пронесет. Чем больше мы молчим, тем больше нас уничтожают. Поэтому они здесь создавали, вот здесь был Тимур там один, здесь был деятель. Сейчас другие появились тоже, такие же деятели, которые здесь немецким властям стучат, и там туда российским властям стучат о нас. Их раскручивают, их там в Инстаграме, там видео, машины, там крутость, там они создают, чтобы молодежь подтянуть за деньги, которые, и потом где-нибудь ее использовать, куда-нибудь как торпеду запустить. Им нужны торпеды. И все, вот вся община. Больше никакого чеченского общества, общины как таковой не существует. Есть легитимные органы власти, Аяд и Дигов, но они по всей Европе разбросаны. Это президиум правительства. Алла Дудаева, Аяд и Дигов, там другие некоторые люди. Вот и все. Они, опять же, подвергаются нападкам, они тоже как бы симулякры против них создаются, там тот же Закаевы, там другие пытаются тоже быть, сейчас самый удачный у них пока проект Закаев у Москвы, у Кремля. Ну вот и все, пока так. Но ни за Закаевым, ни за кем не пойдут чеченцы. Они говорить не будут, но в душе это мы знаем, что у нас творится. Чеченцы не пойдут за теми, кто за Россию. Поэтому они пытаются изображать из себя религиозников, что вот Ичкерия это не нужна, что мы свободы добьемся только вот религиозным путем, исламским путем, вот это и так далее. Хотя уже об стену бьют, сколько уже молодежи они в этом огне сожгли. И все равно идут полезные товарищи, верят, да, надо попробовать. Вот я как раз занимаюсь тем, чтобы просвещать, молодежь просвещать, пытаюсь, но не знаю, сколько я смогу это делать, буду делать, сколько смогу. Подготовить политкадры на перспективу. Да, я с вами согласен, нам нужны политкадры, нам нужны. Но знаете, у нас богатые люди, есть, я там разную информацию слышу, готовят не политкадров, а вот этих муллов, этих попов готовят. Мусульманских попов этих готовят. Вот все, что они готовят. Понимаете? Это все, что они готовят. Это вот люди, которые вроде имеют миллиарды, миллионы, им бы юристов, журналистов готовить. Но они боятся журналистов, юристов готовить. Если ты будешь юристов, журналистов готовить, то они станут свободными, они захотят демократии. А нужно управлять чеченцами. Вот у них в головах сидит, что нами нужно управлять. Я всем говорю, идите за русским кораблем, кто хочет нами управлять. Мы сами с усами, и мы сами можем себе собой управлять. Мы всегда жили в демократии, нам никто не нужен. Мы сами будем управлять собой. Нет, нам нужно вот религию вдолбить, что вот, чтобы нас управляли. Это не значит, что я говорю, что не нужны муллы, нужны. Но этот ислам должен заботиться в первую очередь о чеченцах. Вот этот мулла должен быть из нас и с нами. Чтобы он не сбежал куда-нибудь. Или какой-то сидит в Египте, в Саудовской Аравии, какой-то непонятный бугор. Вот с какой-то повязкой в женском платке накинутом. Сейчас скажут, о, пророк носил туда. Я как женский вижу этот платок. Сидит накинутый, вот такой перекошенный, и нам рассказывает, как нам жить. Пошли вы все к чертовой матери, я вам говорю. Вот как-то так, да. Ой, дойш аш булгас кирам цабюль вош аслан.
Да, совершенно верно, Deutschland. Если люди хотят построить свое государство, кадры нужно создавать уже сейчас. Кадры есть, Джомбос. Кадры есть. У нас молодежь учится. Амбиции просто выше крыши у чеченцев. У девушек, у парней очень амбициозные. Особенно хорошо, если эти амбиции с твоими возможностями сочетаются, они не слишком отделяются. Очень много образованных. Они не светятся, потому что прекрасно все понимают. Абсолютно прекрасно понимают, что чем это чревато. Знаете, над евреями произошел страшный геноцид в 20 веке. Над нами тоже тогда он произошел. Но беру пример над евреями. И когда этот геноцид над евреями прошел, их освободили. Нацистский режим, который их угнетал, который их истреблял, он пал. А тот режим, который истреблял нас, он не только не пал, мы стали заложниками, все наши люди стали заложниками внутри нашей страны, нашей республики, ну и на территории фашистской России. И нам очень нелегко вот это все выйти наружу, сказать о своем мнении. Но как только наступят свободные времена, у нас очень много талантливых, очень много умных, образованных девчонок, пацанов, которые очень амбициозные, вот, очень. Посмотрим, посмотрим. Гаин Макдоцерис. Да-да, Deutschland. Гаин Макдоцерис. Так, свобода еще ни к селу, ни к городу. Так, ох, как уже 2 часа мы в эфире. Позитивно выглядит, все будет лучше, чем у других, и мы это знаем. Дал-мула. Все будет Ичкерия благодаря таким людям, как Асан. Спасибо, Сгрей, спасибо. Ильяс очень грамотный человек, я честно сам удивлен его выбором площадки, где появится после многолетнего молчания. Да, большому сожалению. Вы даже не представляете, как я его просил. Давай там это, давай то, давай это, давай там выступи, покажи, я буду тебя поддерживать там. Не, мне нельзя. Ну хорошо, нельзя, так нельзя. А потом я уже узнал, кто такой Ильяс Ахмадов. Потом я уже узнал. Человек с ником Амар Хаям пишет: ты атеист? Наверное, ты азербайджанец, да, я так понимаю? Почему банил меня? Я тебя не банил, я тебя сейчас забаню. Я тебя еще не банил. Все, друзья, на этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Постараюсь завтра тоже выйти в эфир. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless America. Вива Грузия. Алга Азербайджан, где он? Алга, наверное, неправильно, да? Всего хорошего. До свидания. Адикюль Машой.